Мы, наши доктора, плечом к плечу с вашими докторами, с коллегами, с кыргызскими медиками, находились в красных зонах. Хочу отметить, что кыргызские коллеги, кыргызские врачи обладают огромным мужеством, терпением. Я хочу выразить вначале благодарность от имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Это бригада наших врачей во главе Евгением Владимировичем Кустовым. Они побывали во всех областях республики. Они подробно сами скажут об итогах поездки. Но мы хотим сказать, что действительно много помощи, много консультативной помощи получили наши врачи, не только именно в практическом плане, но и в обучающем плане. Поэтому я хотел бы представить слово сперва Евгению Владимировичу Кустову, чтобы он дал короткую информацию. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Добрый день. Как сказал уже Мудамин Мусаевич, наша группа приехала 23 июля. С 23 июля мы работали во всех областях Кыргызской Республики. Мы работали в 31 медицинской организации. В 31 медицинской организации нами была проведена работа по формированию или усовершенствованию противоэпидемического режима. Мы, наши доктора, плечом к плечу с вашими докторами, с коллегами, с кыргызскими медиками, находились в красных зонах. Они занимались лечением пациентов. Помимо этого, мы проводили работу по обмену опыта, того опыта, с которым мы приехали, с тем багажом. Также нашей задачей было организовать систему противоэпидемического режима, при которой медицинские работники были бы защищены, не выходили бы, соответственно, из строя, не заболевали бы. Нами осмотрено более 4000 человек, пациентов выписано 564, подготовлено на выписку 370 человек. Также нашими коллегами, совместно с вашими коллегами, было переведено на неинвазивную вентиляцию легких 20 человек, снято с них. Вентиляция легких 5 человек. Спасибо. Лилия Сергеевна, вам слово. Добрый день, уважаемые граждане Республики Кыргызстан, уважаемые коллеги. Я приехала сюда в составе бригады российских медиков как врач-пульмонолог, имеющий большой практический стаж работы, в том числе опыт работы с COVID-19. В мои функции входила прежде всего консультация наиболее тяжелых больных, осмотр больных в отделении в красной зоне непосредственно, куда я заходила практически ежедневно, и совместно с вашими коллегами и с моими коллегами-пульмонологами, которых я нашла в Республике Кыргызстан, в стационарах и в госпиталях, мы каждый день корректировали лечение, занимались реабилитацией на ранних этапах пациентов с COVID-19. В процессе моей работы я также принимала участие в обсуждении клинического протокола новой версии, которая готовится к выходу в вашей республике. Хочу отметить, что кыргызские коллеги, кыргызские врачи обладают огромным мужеством, терпением, навыками практическими, стремлением к познанию всего самого нового, что есть в мире по борьбе с этой инфекцией. И тот опыт, который я передала и который я приобрела путем общения с моими коллегами, путем ежедневной кропотливой работы, он бесценен. И я думаю, что наша совместная работа принесла те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. В первую очередь я хотела бы выразить в связи с этим огромную благодарность вашим врачам за прием, за теплый, за общение, за сотрудничество и за то, что я здесь приобрела новое. Спасибо. Спасибо. Дорогие журналисты, если у вас есть вопросы, прошу подойти к микрофону. А пока
разрешите задать вам вопросы, которые поступили нам через социальные сети. Редакция РИА Новости отправила вопрос. Насколько известно, российские специалисты помогали Минздраву Кыргызской Республики в разработке 4-го протокола лечения коронавируса и внебольничной пневмонии. Разработан ли 4-й протокол лечения? В чем его особенность? Сказала, что проводилось совместное обсуждение новой версии протокола по лечению COVID-19 в связи с тем, что появляются новые препараты, новые подходы к лечению этой инфекции. В отличие от предыдущего протокола, внесены изменения в части респираторной поддержки и то, что касается интенсивной.